Психологическая культура в современном российском обществе выбрана не случайно. В настоящее время существует острая необходимость расширения основных ориентиров развития России, уделения большего внимания социальной сфере и психологическому состоянию общества. Если в начале прошлого века в России была весьма актуальной задача ликвидации общей безграмотности, то в начале 21 века столь же актуальной становится задача ликвидации психологической безграмотности в российском обществе. Отсутствие элементарной психологической грамотности выступает главной причиной возникающих проблем, трудностей и конфликтов в социальном взаимодействии людей. Отсутствие психологической культуры приводит к возникновению стрессов, болезненных состояний, кризисов и даже катастроф в жизнедеятельности как отдельных людей, так и жизнедеятельности общества в целом. Психологическое состояние общества, если так можно выразиться, материализуется, оказывая большое влияние как на позитивные, так и негативные социальные явления в любом обществе. Это и рождаемость, и смертность, и количество несчастных случаев, и сердечно-сосудистых других заболеваний. Выявлена высокая корреляция психологического состояния современного российского общества и этих показателей. Если говорить об актуальности и практической значимости такого социально-психологического феномена, как психологическая культура, то можно привести массу примеров, когда отсутствие элементарной психологической грамотности выступает главной причиной возникающих проблем, трудностей или конфликтов в социальном взаимодействии людей. Можно привести факты, когда отсутствие психологической компетентности приводит к возникновению стрессов и болезненных ситуаций. Особое значение психологическая культура приобретает в условиях усиления межэтнической, межнациональной и международной напряженности, роста враждебности и угрозы терроризма. Сказанное позволяет рассматривать психологическое образование и психологическую культуру как важную составляющую развития современного российского общества, а также как главный компонент начального, общего и профессионального образования. Очевидно, что психологическое образование и психологическая культура являются условием психического и психологического здоровья как отдельного индивида, так и общества в целом. Сказанное очень коротко объясняет, почему, еще раз повторяю, в качестве темы республиканской студенческой олимпиады по психологии избрана психологическая культура. Уважаемые участники олимпиады, нашими учредителями являются три очень важные, очень авторитетные организации. Прежде всего, можно, наверное, назвать это Министерство образования Республики Башкортостан. В соответствии с приказом за 327 от 23 марта мы, по Министерству образования Республики, мы и проводим сегодня эту конференцию. И сегодня нас приветствует у нас в гостях начальник высшего профессионального образования Алгушаева Венера Рафкатовна. И, конечно же, дорогие участники, сегодня с самого раннего утра вы находитесь в стенах гостеприимного Башкирского государственного педагогического университета, по инициативе которого, а именно кафедры психологии, университета в целом и проходят столь достойные и столь, я бы сказала, достаточно масштабные в масштабе республики олимпиады, студенческая олимпиада. Сегодня нас приветствует проректор по учебной работе Максим Владимирович Михайлов. И я хочу сказать, уважаемые студенты, что здесь, я бы сказала, сидят сливки. Лучшая часть студенчества Башкортостана. Прежде всего, наверное, в области, конечно, может быть психология, но судя по тому, как прошел теоретический тур и как прошел конкурс проектов, мы увидели, что это действительно так. Творчеству не было предела во всех отношениях. Очень было интересно. Я думаю, что это дальше еще будет интереснее.
Третий учредитель сегодняшней Олимпиады — Федерация психологов образования России, в частности, Башкортостанское отделение. Вот не присутствует, конечно, сегодня президент Федерации психологов, это академик Рубцов Виталий Владимирович, но мы имеем за его подписью и за подписью исполнительного директора приветствия, которые к нам привезят буквально сегодня утром самолетом из Москвы. И это приветствие сегодня здесь будет прочитано. Таким образом, вот 3 таких вот серьезных организации организует вот эту самую студенческую олимпиаду по психологии. Ну а сейчас позвольте мне слово для приветствия представить проректору по учебной работе Максиму Владимировичу Михайлову. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые студенты. Позвольте поприветствовать вас, студентов нашего Башкирского государственного педагогического университета на первой республиканской олимпиаде по психологии. На самом деле сегодня происходит уникальное явление не только в системе педагогического, психолога, педагогического, но вообще в самой системе образования Республики Башкортостан, потому что в Олимпиаде принимают участие представители 6 вузов. И именно представители 6 вузов будут бороться за звание лучшего, самого грамотного по проблемам психологии. Подобного не было. Олимпиада проходила, но, может быть, в каком-то более внутривузовском масштабе, а вот выявление сильнейшего на уровне республики по психологии до сих пор еще не происходило. Так что вы, в общем-то, здесь первооткрыватели. Именно на вас будут отрабатываться те традиции, которые, я уверен, в дальнейшем эту Олимпиаду ждут. Почему психология? Почему вдруг возникла эта идея? Мне, на самом деле, очень хотелось бы выразить огромную благодарность от кафедры психологии и лично Риммы Михайловны Фатыховой, которая только что выступала, за то, что они потратили немало сил, времени, наверное, желания приложить для того, чтобы эта Олимпиада появилась и, в общем-то, увиделась. Это еще раз огромное вам спасибо. Мне с огромным удовольствием хочется поблагодарить Министерство образования Республики Башкортостан, Рафкат Алишева, за то, что Министерство взяло под свое крыло эту Олимпиаду. Не только наш курс и Федерация психологов выступает, а именно Министерство исполнительной власти, что сразу же придало ей именно такой официальный республиканский статус. Ну и, конечно, мне хотелось бы поблагодарить в первую очередь участников этой Олимпиады, студентов вузов, их, ваших преподавателей, которые вас готовили, за то, что вы откликнулись и проявили интерес к тем проблемам, о которых мы будем говорить, и проявили интерес вот к этому конкурсу, к этому соперничеству, не побоялись в это прийти, и будем надеяться, что здесь победит сильнейший. На самом деле, вот было правильно сказано, что в последние годы проблемы психологии, проблемы психологической культуры, они очень важны для российского общества. Ведь корень многих бед нашего российского общества заключается в том, что именно психологическая неустойчивость, психологическая, может быть, неготовность к процессам переживания, в общем-то, накладывают свой отпечаток и, в общем-то, являются негативным фактором. Правильное понимание, правильный подход и, самое главное, правильное поведение с психологической точки зрения в различных жизненных ситуациях, оно очень важно. Мне искренне приятно видеть сегодня столь представительно с точки зрения вузов участия в нашей Олимпиаде. Честно говоря, мы не ожидали, что столь масштабным будет отклик. И надеемся, что на перспективу эта Олимпиада перерастет в республиканский уровень, и, может быть, уже в следующем году, либо через год, выйдет на межрегиональный уровень. Все предпосылки к этому есть. Мне, наверное, остается только еще раз поблагодарить вас за участие, и пожелать удачного выступления, удачного соревнования, пусть победит сильнейший. Спасибо.